Настоящий переполох среди жителей Хакасии вызвало крушение неопознанного летающего объекта. По словам очевидцев, накануне вечером в районе Аршановского разреза в полусотни километрах от Абакана с неба рухнул то ли самолет, то ли летающая тарелка. И действительно, к предполагаемому месту ЧП даже выехали экстренные службы. И, как выяснилось, виновником шумихи оказался грузовой космический корабль «Прогресс». Только вот обломки разнесло не по хакасской степи, а в соседней Туве. Комментарии из соцсетей юного очевидца события нашел Константин Кравцов. Вечер 1 октября десятиклассник Петр Бутусов запомнит надолго. По словам парня, примерно в 22 часа 10 минут в стороне поселка Аршаново он увидел в небе таинственные огни. Яркий объект стремительно падал. Первые мысли, конечно, были, я увидел просто белые, желто-белые огоньки. Ну, думали, эти фонарики китайские, которые запускают. Сначала подумали так, потом присмотрелся, они вроде вниз летят. Они же вверх должны лететь, а они вниз. И так страшно стало, еще огни за ними такие оранжевые были, как будто ракеты. На небесную аномалию молниеносно отреагировали интернет-форумы. Люди стали гадать, что же там рухнуло в районе Аршанова. Версии самые разные. Там до сих пор все оцеплено ФСБшниками, никого не пускают. НЛО упало недалеко от самого разреза, там почти все службы города. Сам видел, как будто самолет упал в воздухе, сломался и упал. Жуть. В Аскизе то же самое было. Официальная информация на сайте Роскосмоса появилась уже за полночь. Оказывается, переполох в Хакасии устроил космический грузовик «Прогресс». Запущенный из Байконура непилотируемый корабль действительно упал, но не у нас, а в Туве. Камера уличного наблюдения успела запечатлеть момент взрыва. Большинство фрагментов судна сгорели в атмосфере, остальные упали в тайге. Тем не менее, из-за шквала звонков жителей и сообщения о ЧП над Аршаново были подняты все экстренные службы Хакасии. Тревога оказалась ложной. Звонки местных жителей были связаны с тем, что в ночном небе довольно легко ошибиться с масштабом падающего предмета, с расстоянием до падающего предмета, с расстоянием до вспышки в целом, потому что в ночи в темноте вспышка как бы видна очень далеко, значительно дальше, чем днем. Стоит отметить, что в 2011-м уже случалась похожая авария с космическим грузовиком «Прогресс», так же, как и сейчас подвела третья ступень. Истинные причины выяснит госкомиссия. Главное, по уверению Роскосмоса, ЧП не повлияет на работу космонавтов. Провизии на МКС на полгода вперед. Жители республики уже придумали шутку. Наконец-то в Сибири появился «Прогресс». А ведь с космическим кораблем был потерян груз весом больше 2,5 тонн. Вместе с водой, топливом и кислородом до МКС так и не долетели лаборатория по выращиванию растений, новейшая экипировка и, что, пожалуй, самое печальное для нас, землян, фрукты космонавтам к новогоднему столу. Константин Кравцов, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.